Праздничный салют, 270 залпов, колокольный звон, выставка техники, концерты под окнами ветеранов и многое другое. Столица республики готовится отметить 3 праздничные даты – 1 мая, Пасху и День Победы. О насыщенной программе рассказали журналистам на пресс-конференции в мэрии. Масштабные всероссийские мероприятия, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Минута молчания», пройдут в формате онлайн. На площадках Сыктывкара тоже будет на что посмотреть. С праздничной афишей познакомит Наталья Юрина. И вновь без митингов и шествий 1 мая массовых мероприятий не будет. На праздник труда жителям Сыктывкара предлагают вооружиться инвентарем, приняв участие во всероссийской акции «Зеленая весна-2021». 1 мая у нас с вами это субботник. Так, будет развернута торговля на площадке перед Ростелекомом и будет звучать праздничная музыка в наших громкоговорителях по городу. Еще один из грядущих праздников – Пасха. В этом году ее будут отмечать 2 мая. Масштабного крестного хода не будет. Мероприятие будет камерным на территории храмов. Самое главное – это ночное праздничное богослужение, которое традиционно начинается в 12 часов ночи пасхальным крестным ходом. Это самое главное, наверное, событие, потому что именно с крестного хода мы начинаем друг друга поздравлять пасхальным приветствием. И, подходя к закрытым вратам храма, люди уже слышат пасхальное песнопение, первые запевы, и начинают поздравлять друг друга с Пасхой. Начинается очень праздничное, такое веселое, подвижное ночное богослужение, которое продолжается где-то примерно до 3 часов ночи. С 1 мая на территории храмов можно будет осветить Пасху и куличи. С 3 по 5 пройдет пасхальный фестиваль. Концерты будут давать на 3 площадках – в Театре оперы и балета, Драмтеатре и в зале Звонницы. Ожидают в епархии и прибытие благодатного огня. В этом году мы получили поддержку нашего главы Владимира Викторовича и надеемся, что этот благодатный огонь прибудет к нам в Стефановский собор на главное пасхальное богослужение, которое возглавит архиепископ Сыктывкарский Комзырянский Петерим. И затем владыка в течение недели доставит этот огонь в приходы города Сыктывкара. Ну а другие священники могут приехать и взять этот огонь в свои приходы, монастыри. Ко Дню Победы в Сыктывкаре начали готовиться заранее. На улицах появляются баннеры и символы праздника. Приводят в порядок памятные и знаковые места. С 20 апреля у нас идет мелкий ремонт как раз памятников. Это у нас 7 объектов основных, в том числе Вечный огонь, памятник Малышеву, памятник Плеснину. Будут заменены буквы, например, на памятник Плеснину, установлены скамейки, урны. Будет ремонт тротуарной плитки, ремонт лестниц. Также будут приведены в порядок мемориальные плиты. Начнется День Победы с возложения цветов. Отдать дань памяти можно будет в течение всего дня. Для организации в мэрии составят список по времени. Запланирован и автопробег от Красного Затона до Эжвы. В галерее пейзажей Севера откроется экспозиция, посвященная 9 мая. С 11 до 15 с разницей в 2 часа в концертном зале Сыктывкар покажут любимые советские фильмы. Жители республики смогут увидеть «В бой идут одни старики», «Судьба человека» и «А зори здесь тихие». Вход будет свободный. Для ветеранов в этот день под окнами выступит военный оркестр. После минуты молчания в 19:00 горожанам предлагают выйти на свои балконы и присоединиться к патриотическому флешмобу, исполнив песню «День Победы». Параллельно композиция будет транслироваться и через громкоговорители. На площадке в сквере за памятником Ленину пройдет акция «Узнай судьбу фронтовика». Сыктывкарцы и гости столицы с помощью сотрудников библиотеки посредством интернета смогут получить информацию о судьбе воевавших родственников. Но я подчеркну, что эта акция будет проходить в наших библиотеках на протяжении всего мая месяца. Наш телеканал в этот особенный и знаковый для истории день будет в центре событий. Юрган на протяжении дня будет вести прямые трансляции с 8:30 утра до половины 11 вечера. Также можно будет смотреть нас и на Стефановской площади, там к 9 мая установят экран. Завершится праздник 7-минутным салютом. 269 залпов взмоют вверх и на высоте до 250 метров ознаменуют славу в честь великого дня, в честь Великой Победы. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.